Привет, меня зовут Динара, и я не буду рассказывать, что в моей сумке. Я буду рассказывать, что в моем сундуке. Издавна кыргызы придавали очень большое значение женским украшениям, именно узорам, формам и их размерам. Для каждой девушки очень важно было иметь украшения, так как они показывали статус ее семьи и значимость культуры. И каждая девушка могла получить украшения с приданым от своей матери. Будучи кочевым народом, кыргызы всегда перевозили свои вещи в специальных сумках, это курджун. В курджуне были сундуки, а в сундуке была посуда, одежда и всякие нужные вещи. А вот в самом важном сундуке были украшения, и я расскажу о них. Первое, с чего я начну, это эличек. Эличек состоит из 3 частей. Сначала на голову надевают шапочку с накосником, а поверх нее надевают небольшой кусок ткани, он закрывает шею. Последний надевают чалму. Эличек не просто украшение, он показывал, что девушка замужем. Она не носила один и тот же эличек на всю жизнь. Женщины разных возрастов носили разные эличеки. Их украшали по-разному, вышивкой, камнями и монетками. Чем богаче был муж женщины, тем богаче украшали ее эличек. Так, следующий у нас идет кеп-такия. Геп-такия, как вы видите, шлемовидная шапочка. Она надевалась для того, чтобы эличек оставался чистым и легко снимался. Ее украшали разными узорами, камнями и серебром. Хвост нужен для того, чтобы прикрыть длинную косу девушки. В старину считалось позором, если девушка не прячет свои волосы. Так, следующее у нас чачуштук. Чачуштук – это специальные украшения, которые девушки надевали на косы. Их делали из тяжелых камней или кораллов. Чачуштук – это не только украшение. Считалось, что тяжелые камни на косах выпрямляли осанку девушки. Чолпу – это еще одно украшение для кос. Они состоят из подвесок и монеток, которые прикреплены к серебряной пластинке. В народе говорили, что женщина после развода могла потратить эти монеты. Билерик – это браслет из серебра. Его украшали гравировкой или дорогими камнями, как сердолик и бирюза. Издавна женщины передавали тонкие и толстые браслеты своим дочерям и внукам. Это не только украшение, но и показатель статуса семьи. Следующее украшение у нас тумар. Тумар – это амулетница. Кыргызы использовали их вместо цепочек и ожерелий. Тумары делали из натуральной кожи и из серебра. Тоже украшали дорогими камнями. Народ верил, что тумар служит оберегом для молодой семьи и талисманом на счастье. А вот и юбка бельдемчи. Бельдемчи обычно дарили матери своим дочерям. Чаще всего дарили после рождения первенца. Кыргызы постоянно кочевали и жили в юртах. А в юртах было холодно, поэтому женщины после родов надевали бельдемчи, чтобы не застудить спину. Бельдемчи делали из шерсти и других материалов и украшали разными узорами. Чаще всего они изображали хвосты и лунные знаки. Узоры в виде хвоста означали доверие и дружбы, а лунарные знаки показывали, что люди — это часть природы и едины с ней. Вот и все, о чем я хотела рассказать вам. А у вас или у ваших мам или бабушек есть сундук с приданым? Расскажите в комментариях о том, что в них хранится. Спасибо за внимание, пока!